Праздник Разговения. 25 июня все верующие будут отмечать Ураза Байрам. На один красивый двор больше. Акция продолжает набирать обороты в нашем городе. От подножья до вершины сибайский школьник стал победителем Всероссийской конференции. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. 25 июня будет отмечаться один из главных дней мусульманского календаря Ураза – праздник, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. Для каждого верующего этот день в первую очередь связан с причастностью к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу. Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбище, поминая усопших. Кроме всего, Ураза Байрам отмечен крайне важным предписанием религии. До начала праздника мусульманин, имеющий доход выше минимального, должен подать особую милостыню. Он вносит ее за себя, за жену и детей. Пожертвования направляют нуждающимся. В этом году ее минимальный размер – 50 рублей. Ураза Байрам официально является нерабочим днем в республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Крым. Вирусы и болезнетворные микроорганизмы, они окружают нас круглый год. С наступлением летнего сезона число инфекционных заболеваний значительно увеличивается. В интервью с начальником Сибайского отдела управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан Искаком Гельмулиным мои коллеги выясняли общую ситуацию с инфекционными заболеваниями в нашем городе. В целом, по инфекционным заболеваниям у нас в городе, нужно сказать, что стабильно держится. Всплеск каких-либо инфекционных заболеваний в городе не наблюдается. Ну, мы знаем, что сезонный это подъем респираторных заболеваний. В этом году, по сравнению с предыдущими годами, всплеска такого не было. Но хотя у нас были в соседних районах, но по городу Сибай такого резкого всплеска не было. Ну, подъем респираторных инфекций держался где-то около 3 недель у нас в городе, затем пошел на постепенный спад. А теперь с наступлением летнего периода наблюдается небольшой рост традиционной кишечных инфекций. Это связано с многими факторами. И это также связано напрямую, можно сказать, что не всегда, вот особенно детское население, соблюдает правила личной гигиены, руки, грубо говоря, не моют. Затем наблюдается употребление продукции, которые продаются в несанкционированных местах. Это тоже мы по статистике наблюдаем, потому что каждая вторая кишечная инфекция это вот связано с покупкой продукции, которая торгуется в неустановленных несанкционированных местах. Мы пока прогнозировать не можем геморрагические лихорадки с почечным синдромом. Но последние у нас годы с этой инфекцией было спокойно, хотя по республике Башкортостан у нас многие района именно вот испытывают рост ГЛПС. Но по нашим территориям, вот Баймакский район, соседние, в том числе соседние районы по городу, с городом Сибаем, единичные случаи случаются. Хотя года 3 назад был тоже подъем небольшой был. Будем надеяться, что люди сами просто будут соблюдать также меры личной гигиены, находясь в природных условиях, мыть руки, не курить грязными руками, которые вот как раз являются входными воротами, соблюдать правила личной гигиены. Но по другим инфекциям, конечно, вот продолжает идти стабильно примерно на одном уровне туберкулез легких у нас вот никак. Вот единичные случаи сальмонеллеза наблюдаются.
Но по остальным инфекциям, вакциноуправляемые инфекции у нас стабильно на низком уровне. Такие инфекции, как корь, дифтерия, уже многие годы благодаря вакцинации не регистрируются. По остальным инфекциям, управляемым вакцинопрофилактикой, спокойно. Сегодня на базе школы номер 8 прошла итоговая защита проектов на грант президента Российской Федерации об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих и неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Конкурсные работы будут подаваться в 2017 году. Специально для обучения и подготовки сибайских участников в наш город прибыла руководитель школы местного самоуправления Уфы Регина Хайруллина. Данный грант стал победителем на российском уровне. И вот в рамках данного гранта мы проводим в 6 районах республики данные школы. Школа состоит из 6 модулей, где слушатели узнали, что такое местное самоуправление, что такое гражданское лидерство, познакомились очень тесно с социально-проектным менеджментом. И вот по итогу у нас каждый слушатель либо индивидуально, либо в группе разработал проект. Наиболее лучшие проекты мы до конца оформим конкурсную документацию, планируем, чтобы они подали на конкурс президентских грантов, который состоится второй этап в августе-сентябре месяце. В середине июня по инициативе депутатов Совета городского округа стартовала акция «Красивый двор», которая приурочена к году экологии. И одним из ее приоритетных направлений является привлечение жителей к проблемам чистоты, санитарного состояния двора и воспитанию подрастающего поколения чувства бережного отношения к окружающей среде. Первым на акцию откликнулся избирательный округ номер 9. Это начинание поддержали и народные избранники других округов. Подробности смотрите далее. Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто прохожих начинается с внешнего вида жилья и его благоустройства. Ведь не случайно говорят, что встречают по одежке. Теплые впечатления от увиденного оставляют и внутриквартальные территории домов по улицам Матросова, 45 и Пионерская, 17. Депутаты данного округа совместно с жителями постарались создать здесь уютную, комфортную обстановку. Мы совместно с жильцами помогли, они нам установили площадку, где поставили новые качели для детей. Дети радуются, веселятся. У нас в дворе, почти 500 детей. Они очень рады этому. Вот проводится сегодня праздник двора, дети вышли, радуются, играют. К участию в акции привлекаются не только закрепленные за округами депутаты, представители товариществ собственников жилья и члены молодежного парламента, но и образовательные учреждения. В этот день коллектив школы номер 1 провел для местной детворы праздник двора, таким образом подарив малышам отличное летнее настроение во время каникул. Дети резвились, участвовали в конкурсах, рисовали на асфальте. Хорошие отзывы оставили и взрослые. Я нарисовала девочку на празднике. У меня шарики и девочка. Праздник хороший. Мне понравился. Мы очень рады, что у нас соседи организовали такой праздник интересный. Мы дружим тут часто, у нас тоже площадка есть, дети ходят к нам все. Поэтому мы очень дружно живем и очень рады повеселиться на вашем празднике. Мероприятия по реализации программы акции «Красивый двор» в ближайшее время пройдут во всех округах города. Организаторы надеются, что акция поможет жителям ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения между домами, дворами, а впоследствии найти общий язык при совместном решении актуальных проблем управления многоквартирными домами. Евдокия Титаренко, Айгуль Хаметова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. От подножья до вершины. Воспитанник Центра детского творчества Радмир Аюпов со своим проектом по станкостроению прошел путь от городского этапа до финала и стал победителем Всероссийской конференции изобретательности. Он впервые посетил Государственную Думу Российской Федерации, где и состоялось награждение. Подробнее о юном изобретателе, его проекте и всех деталях узнаете в следующем сюжете. Радмиру Аюпову 17 лет. В этом году он закончил 10 класс 9-го лицея. Обычный юноша, на первый взгляд, на деле оказался талантливым изобретателем. С 7-го класса Радмир посещает различные технические объединения в Центре детского творчества, хотя интерес к данному направлению проявился у него еще в детстве.
У Радмира немало достижений. Например, в сфере робототехники на городских и зональных конкурсах он всегда занимал призовые места. А самое главное событие в 2017 году – участие в 4-й Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», где наш герой выступил с проектом по останкостроению. Предшествовало этому событию успешное прохождение городского и республиканского этапов. По результатам республиканской конференции меня пригласили участвовать на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая проходила в Госдуме. На данной конференции я представил свой проект под названием «Станок к числовому программному управлению». Такие станки применяются для фрезеровки, гравировки, раскройки различных материалов, такие как различные породы дерева, пластики, мягкие металлы. Конечно, в любом деле нужны советы, подсказки и помощь, а также толчок в правильном направлении. Сергей Малоземов, педагог дополнительного образования Центра детского творчества, является руководителем Радмира по проекту. Именно Сергей Иванович подсказал саму идею, а дальше юноша самостоятельно завершил всю работу. На всероссийских это первый раз. Потому что мы и не участвовали, нам и не предлагали, а в этом году вот руководство технопарка предложило поучаствовать в этом конкурсе. Мы согласились. Идея была совместная, объяснил, как, с чего начать, а затем уже он со своей целеустремленностью, материально им, конечно, не смог ничем помочь, это все родители. Такие успехи сына – повод для гордости у родителей. Эмоции, конечно, только положительные. Я очень рад, что благодаря Сергею Ивановичу он сумел, как говорится, выбиться в лидерах по республике и в этом году впервые принял активное участие на всероссийской конкурсе. Я надеюсь, что работа с Сергеем Ивановичем в дальнейшем продолжится на будущий год. Его увлечение робототехникой, станкостроением в дальнейшем ему пригодится. Как говорится, будем по этому направлению работать дальше. После 11 класса планируем поступить в какой-нибудь технический вуз. В результате отбора среди проектов, прошедших финальный этап 4-й Всероссийской конференции, Радмира Аюпова объявили победителем. Среди тысяч участников 72 регионов страны именно он, простой парень из Сибая, удостоился звания лучшего в этом году в масштабе всей России. Радмир не собирается останавливаться на достигнутом. Он и в будущем планирует заниматься проектировкой и изобретательством, так как это теперь неотъемлемая часть его жизни. Данил Алибаев, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Праздник Сабантуй прошел в детском реабилитационном центре «Мишутка» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно центр собирает своих воспитанников и устраивает маленькое, но значимое для ребят торжество. Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником, который проводится в самый разгар года, в мае-июне, после посевных работ. Соблюсти традиции решили педагоги и воспитанники детского реабилитационного центра «Мишутка». Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья смотрели концерт, пели песни, танцевали и, конечно же, смогли пообщаться друг с другом в праздничной атмосфере. Сегодня мы решили организовать такой детский праздник Сабантуй, подвести итоги, потому что наши дети активно участвовали как в городских, республиканских и всероссийских конкурсах различных. Поэтому мы решили подарить им такой праздник, возможность вновь собраться, пообщаться, поиграть, потанцевать, посмотреть концерт и организовали чаепитие. Потому что у наших детей мало возможностей где-то встретиться. В основном они сидят дома, занимаются они индивидуально, поэтому возможности общаться редко получается. В связи с этим мы стараемся частенько организовывать различные такие детские праздники. На сегодняшний день стационар реабилитационного центра посещают 60 воспитанников, а на праздник пришли около 100 детей. Среди них и приглашенные ребята из Центра детского творчества. Своими задорными выступлениями они порадовали всех собравшихся гостей. Цель таких народных традиционных праздников – доставлять радость детям, создавать атмосферу дружеской раскованности и сердечности. Глядя на счастливые лица ребят из реабилитационного центра, стало понятно, что праздник удался. После концертных выступлений всех ожидали памятные подарки, а в завершении праздника подростки дружно собрались вокруг дымящегося самовара и угостились различными сладостями. Давид Фадеев, Альмира Ишкуватова, Радмир Исангулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.